1912 году «Титаник», суперлайнер, который плыл из Великобритании в Соединенные Штаты Америки, наткнулся на айсберг и затонул. Так вот, некоторые дельцы решили к столетию, к 2012 году, запустить по этому же самому маршруту копию «Титаника». «Титаник-2» его даже планировалось назвать. Тогда ничего не вышло, но вот к 110-летию все-таки решили запустить этот самый «Титаник». Строится сейчас точная его копия. Более того, планируется, что он проплывет по тому же самому маршруту, по которому плыл его печально известный предшественник. Хотя сначала вроде бы как поплывет откуда-то из арабских стран, туда же в Нью-Йорк, но потом повторит тот самый маршрут. Уже есть, конечно, масса претензий к тем людям, которые все это придумали. Тем более они обещали полностью скопировать и внешний облик, и интерьеры этого самого «Титаника». Тогда, напомню, при крушении погибло порядка 1500 человек. Но что они сказали? Что у того «Титаника» не было современной спутниковой системы навигации, а у нынешнего будет, что он будет постоянно контролироваться разными системами безопасности в течение всех его круизов. Ну и самое главное, у того «Титаника» корпус был склепанный, то есть на заклепках держался, а нынешний «Титаник» собираются сделать сварным, то есть все его швы будут вариться. Строить этот «Титаник» планируется в Китае, а управлять им будет та же самая компания, которая управляла тем самым печально знаменитым «Титаником». В нем можно купить билеты, уже скоро они должны поступить в продажу, в 3 класса, 1, 2, 3, как и на первом «Титанике». Но я вот не знаю, советовать или не советовать зрителям покупать билеты на «Титаник-2». Я бы не стал. Ну что